Это автозаправочная станция «Подорожник», которая располагается у поворота в село Багамаран. На часах полдень, а на станции ни одной машины. Это очень непривычная картина для АЗС. Причина всему – отсутствие на заправке всех видов топлива, кроме дизельного. А вот автозаправочная станция «Азид», которая располагается на вокзале, и АЗС «Петрол» в районе универсама и вовсе закрыты. На Роснефти картина иная. На автозаправочной станции есть все виды топлива. Однако и здесь образовались большие очереди. Люди стоят по полчаса, а то и больше. На другой АЗС «Азид», расположенной на проспекте Аяйра, аналогичная картина, как и в Роснефти. Очередь за топливом здесь даже в ночное время. Везде полно, везде такая же история. Везде, куда ни приезжай, везде одно и то же. Не то, что там здесь много, там мало народу. А на вокзале, вот где ледник, там вообще закрыто. Это уже ихняя заправка, но вообще закрыто, там не работает. Вот заправишься, что на несколько дней хватит, а потом опять становиться надо. А то на всю жизнь не напасешься все равно. Но мы с Агудзеры приехали, там тоже нигде нет бензина. Минут 15 уже стоим, очень неудобно, очень недовольны всем происходящим, но видно, надо потерпеть. Сложившуюся ситуацию с дефицитом топлива в стране обсудили в Министерстве экономики. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган пригласила для разговора представителей топливных компаний «Абхазтоп», «Азид», «Роснефть» и РУП «Абхазская железная дорога». По словам министра, задержки с поставками топлива в Абхазию – одна из причин временного дефицита. Это произошло из-за загруженности Северо-Кавказской железной дороги. Если в обычное время сроки поставки топлива составляли 7-10 дней, то из-за туристического сезона в августе они увеличились в 2 раза. И тогда часть груза, следовавшего в Абхазию, пришлось перенаправить через Чеченскую республику. Поскольку у ЖД в приоритете пассажирские составы, с 23 августа на разных станциях Северо-Кавказской железной дороги наблюдалось скопление порядка 140 вагонов с нефтепродуктами. В этой критической ситуации мы вынуждены были обратиться в Министерство транспорта Российской Федерации и РЖД с целью оказания помощи республике в обеспечении данных поставок. За это время в республику было ввезено 134 вагона с нефтепродуктами общим количеством более 7 тысяч тонн. На данный момент на различных станциях СКЖД находится порядка еще 136 вагонов, путь следования которых, соответственно, Республика Абхазия. Соответственно, это порядка 8 тысяч тонн. Генеральный директор РУП «Абхазская железная дорога» Арсо Читанава сообщил о том, что ведутся переговоры с российскими коллегами для быстрого пропуска в Абхазию поездов с топливом. Чтобы вы понимали, вот все, что заходит сегодня, вчера что зашло, они должны были зайти 10-11 сентября, и вот они все делают возможно. Если в ближайшее время мы сможем хотя бы 30-40 цистерн завести, то кризиса в Абхазии уже не будет. Вот. А по нашим расчетам, после 15 сентября, то есть загруженность по РЖД станет намного ниже, и уже проблем с перевозками на Абхазскую железную дорогу не должно быть. Как отметила Кристина Озган, в 2021 году потребление бензина в республике увеличилось в разы. За 8 месяцев практически выработана годовая квота беспошлинного ввоза топлива. И в связи с этим абхазская сторона обратилась именно к России об увеличении квоты еще на 40 тысяч тонн, и в ближайшее время протокол будет согласован. По словам Озган, ситуация непростая, но и не столь критичная. Ситуацию с поставками бензина усугубил и тот факт, что в августе ряд российских заводов, производящих топливо для профилактического ремонта, был приостановлен. Ремонты профилактические, которые проводятся на заводах-производителях, в сентябре, скорее всего, будут завершены. И, возможно, ситуация связана с дефицитом, в том числе на российском рынке, а, возможно, стабилизируется, и это может повлиять на ситуацию, связанную с ценами. Генеральный директор «Азид» Адам Аргабуния сообщил, что они спрогнозировали рост потребления топлива в июле-августе и увеличили поставки. Благодаря тому, что у нашей компании были значительные запасы, у нас получилось для многих АЗС сторонних компаний и соответствующих государственных служб и ведомств обеспечить. Мы заказали дополнительный объем, когда увидели такую ситуацию с тем, что наблюдались перебои в поставках других поставщиков. Но, к сожалению, есть определенные проблемы, которые сегодня уже постепенно решаются с транспортировкой, железнодорожным транспортом. Эти перебои, они носят временный характер, и
Мы рассчитываем на то, что совместно со всеми коллегами мы придем к тому, что этот вопрос будет решен. Говоря о росте цен на топливо, Кристина Узган подчеркнула, что подорожание нефтепродуктов с ноября прошлого года составило от 22 до 26% на разные виды топлива. По словам министра, правительство Абхазии не может влиять на рост цен, так как мы полностью зависим от ситуации на российском топливном рынке. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.